зовут Звезда, а точнее суперзвезда. Если бы вы знали, как тяжело быть звездой, а точнее суперзвездой. Всем доброго дня, доброго времени суток, с вами снова Бородатые Советы и я, Реми Демеев. Сегодняшний я свой выпуск хотел бы сделать такой вот, немного полезный на кухне для таких вот одиноких, холостых парней, как я. Ребята, как нам не умереть с голоду, как нам не загнить в грязи, которую оставляет наша еда, и как выпить холодное пиво, когда у тебя бутылка теплая, нужно его быстро охладить. Почему пиво? Не воду, исключительно из Синтуки. Мы пиво никогда, кроме Баварии, ничего не пьем. Сильное заявление. Итак, первым делом давайте я вам расскажу, наверное, о том, как охладить воду быстро. Не ждать там 3 часа, а быстро охладить воду. Для этого нам понадобится всего-навсего вот такое вот полотенце и, собственно говоря, раковина. Что мы делаем? Мы берем в холодной воде, мочим наше полотенце, слегка выжимаем, чтобы оно оставалось влажным, и просто заворачиваем нашу бутылку в это полотенце. Вот так вот. Вот так вот. Это вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот таким макаром кладем эту бутылку буквально на несколько, минут на 15-20 в морозилку. Вот так вот. Опа. И забываем. Даже если вы положите это в холодильник, она все равно остынет и будет гораздо холоднее. Итак, не прошло и 15 минут, собственно говоря, я достаю нашу бутылку. Собственно говоря, она реально холодная, она уже даже примерзла. Вот холодная. То есть и это холодное, и это холодное. Все, 15 минут мы можем пить холодную воду. Заметьте, работает это, к сожалению, только со стеклом. С пластиком проверял, не работает реально. Такие вот одинокие, несемейные парни, как я, знают такую проблему, как грязная микроволновка. Почему? Потому что мы все делаем в микроволновке. Мы практически готовим в микроволновке. Мы не только подогреваем в микроволновке. На стенках оседает жир, испарины и все остальное. Итак, как привести нашу микроволновку в порядок? То есть берем, опять-таки смочили нашу тряпочку, берем такую тряпку, чуть-чуть намылим ее средством для мытья посуды, чуть-чуть спеним это дело. У нас должна быть такая небольшая легкая пена, но при этом не выжимаем до насухо, да? То есть не выжимаем насухо вот это дело. И вот таким макаром просто в хаотичном порядке вот так вот скомкаем и в центр. И закрыли. И включаем буквально на 2 минуты. Как бабахнет. Шутки шутками, но смотрите, уже у нас вот на стекле появились испарины, да, то есть влага, которая находится в микроволновке, испаряется. Тем более это у нас мыльная влага. Вот. Будьте аккуратны с этой тряпкой, потому что она теперь у нас уже очень горячая. Надо ее чуть охладить. Вот. Теперь уже ополоснув эту тряпочку, уже выжав ее, или взяв чистую сухую тряпку,
Например, вот такую. Берем и вот так вот, опачки, у нас все вычищается. Вот. Можем достать вот этот диск крутящийся, тоже протереть его замечательно так. Раз, все вот здесь, протерли, протерли, протерли. Все, и у нас чистенькая микроволновка. Братья холостяки, вам на заметку. Либо женитесь побыстрее. Да, надо жениться. Быстрее надо жениться, чтобы это все делала жена. Точнее, чтобы микроволновку выбросить и готовить нормальную еду. Что ж, мой дорогой, возможно, еще и юный, а может уже и не юный холостяк. Дабы не быть таким и не оставаться таким долго, мы идем на всякие изощрения и на всякие хитрости. Заводим дома цветы, чтобы понравиться девушкам, дабы показать, какие мы молодцы, мы умеем ухаживать, мы умеем созидать. Но на самом деле ничего же мы не умеем. И мы забываем про эти цветы, забываем их проливать. У нас даже кактус завять может, вы понимаете? Так вот, чтобы такого не произошло, чтобы не завял ни кактус, ни что, а нам-то поливать это все дело лень, понимаете, лень. Или вообще даже забываем, не то что лень, забываем это все дело. Есть такой небольшой лайфхак. На самом деле законы физики работают для всех одинаково. Что мы делаем? Даже если мы уезжаем куда-то или что-то, раз в месяц-то мы можем вспомнить про эти растения и про все остальное. Делаем следующим образом. Берем какой-нибудь грузик, привязываем к нему вот так 2 шерстяные нитки. Ну и у меня же 2 цветка, соответственно 2. Наполняю банку. Можно бутылочку сделать, не имеет значения. И делаю следующим образом. Я отпускаю это дело сюда. Вот. А каждую из ниток, вот, давайте я вам более подробно расскажу, покажу точнее. Вот, каждую из ниток вот так вот вокруг нашего, собственно говоря, растения. Ты втираешь мне какую-то дичь. И делаю. И вторую нитку также. Вот сюда. Оп, 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 оп. И вот так вот. Так, вот так и вот так. Вот. Теперь по законам физики. Вот с этого момента поподробнее. Нитка начнет мокнуть. Вода потихоньку начнет переливаться, то есть по нитке проходить сюда. И потихоньку будет происходить орошение. Ну что ж, таким образом мы можем орошать наши растения. Они будут питаться водой, мы можем уходить на долгое время из дома, забывать. В поисках, так сказать, уходить мы будем в поисках той, которая наконец-таки будет за ними ухаживать нормально. Соответственно, что хотелось бы сказать на прощание. Желаю вам найти ту самую, которая будет помогать вам справляться с хозяйством, а вы не будете применять всяческие уловки, чтобы с этим справиться самому. А если не нашли, что сказать? Хороших поисков. С вами были Бородатые Советы и я, Ремей Демеев. Я с вами. Всем пока!